Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. «90 лучших» президент Бадра Гунба встретился с финалистами конкурса команды Абхазии. «5 лет под руководством новой команды. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии отмечает 15-летие со дня основания. В центре внимания студия здорового позвоночника «Кинезиофит». Мы продолжаем рубрику «Дело молодых». Президент Бадра Гунба встретился с финалистами конкурса команды Абхазии. 90 участников, показавших лучший результат на полуфинальном этапе онлайн-тестирования, были приглашены в кабинет министров для неформальной беседы с главой государства. Поговорили об образовании, энергетике, инклюзивном туризме и уроках по управлению беспилотниками для школьников. Подробнее Надежда Боровикова. Более 3000 заявок было подано для участия в конкурсе управленцев команды Абхазии. Первый этап, то есть анкетирование, тестирование и написание эссе, преодолели почти 600 человек. Второй тур онлайн-тестирования на оценку управленческого потенциала прошли 345 человек. 90 из них, показавшие наилучший результат, были приглашены в кабинет министров на встречу с президентом Абхазии Бадрой Гунба. У меня здесь, так скажем, досье на каждого из вас. Но если быть откровенным, это результаты тестов, видение ваше, эссе, которое, кстати, вы писали, каждый из вас. Мне также понравилось, что вы предлагаете свое видение. Скажу откровенно, я для себя несколько предложений, которые были в рамках и ваших конкурсных программ, наверняка буду использовать в своей деятельности в рамках реализации государственной политики. По сути, это социальный лифт, где каждый может себя реализовать. И в этом смысле мы дадим эту возможность нашим соотечественникам. Это не означает, что завтра финалисты конкурса сразу займут ключевые политические посты. Но при этом практически каждый конкурсант, финалист будет иметь возможность быть в кадровом резерве, набирать свой опыт. Почетный гость встречи, генеральный директор платформы «Россия. Страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что за 5 лет проведения конкурса «Лидеры России» победители сформировали целую плеяду чиновников высшего уровня, в их числе губернаторы, министры и депутаты. Предстоящий заключительный этап конкурса команды Абхазии – это очное собеседование. По его итогам из 90 финалистов будут определены 20 победителей. Более 3000 человек, которые зарегистрировались на начальном этапе, я скажу честно, эта цифра по соотношению с количеством населения больше, чем в Российской Федерации. Это говорит о чем? Что востребованность на самом высоком уровне. Дальше, проходя различные этапы, которые мы помогаем сформировать вместе с экспертным советом, с наблюдательным советом, проходит очень высокий уровень. И компетенции тех людей, которые прошли курс, они очень и очень высокие. Что вам желаю? Будьте самими собой. Невозможно подготовиться к очной части финала. Никак. Вы просто будьте сами собой. Вы уже здесь, вы уже достигли самого высокого уровня. Переходя к общению с участниками конкурса, президент Бадра Гунба отметил, что рад видеть знакомые лица, то есть управленцев, которые уже работают на благо государства. Это в том числе сотрудники администрации городов и районов, работники международного аэропорта имени Владислава Ардзенба и Министерства энергетики и транспорта. По энергетике хотел бы сказать, что по вашему поручению мы сейчас уже занимаемся под руководством министра Жансуха Эдуардовича разработкой стратегии развития нашего энергетического, в том числе и транспортного комплекса. Проблемы в отрасли, они общеизвестны, несмотря на те сложности, которые существовали в конце прошлого года. С вашим участием удалось решить очень важные острые проблемы, но хотелось бы сейчас, наверное, сакцентировать внимание на возможностях, которые у нас есть. И сейчас в Министерстве энергетики на уровне правительства прорабатываются возможности создания и восстановления тех инфраструктурных объектов, которые существуют в стране. Возможно, их восстановление даст, конечно, существенный толчок для собственной генерации, для сокращения того дефицита электроэнергии, который существует в стране.
Среди финалистов конкурса не только действующие чиновники. Руслана Гергидава – общественный деятель, победитель конкурса «Гордость Абхазии». Ее профильная тематика – туризм. Вопрос о развитии инклюзивного туризма не только для людей, то есть ветеранов специальной военной операции, не только для детей, потому что я работала и с детьми с Луганской и Донецкой области, которые получили различные виды инвалидности в ходе войны. И действительно с ними очень тяжело, и морально, и психологически. И мы, к сожалению, на туристических объектах не обладаем никакими условиями. Да, понятно, я проявляю инициативность, я проявляю большой интерес, но этого мало. У нас нету в определенных местах пандусов, у нас не хватает всей соответствующей, сопутствующих необходимых фактов по развитию именно инклюзивного туризма. Вот. И у меня вот будет такой вопрос. Вот. Будем ли мы на таком большом государственном уровне решать вопрос по развитию, в том числе инклюзивного туризма? То, о чем вы говорите, это важно. Это важно создание условий для оздоровления, отдыха людей, которые в этом нуждаются. Я считаю, что не то, что мы будем обращать, это важное направление, но с этим направлением должны работать люди, которые имеют опыт и профессионализм. В рамках нашей сегодняшней деятельности мы ищем возможности, да, чтобы на госслужбе, на службе находились люди, которые в том числе думают о новых подходах. Мы сегодня говорим про это. Я считаю, что с учетом опыта и профессионализма людей мы обязательно будем искать новые подходы, в том числе и в этом направлении. Конкурсанты говорили с президентом о своих проектах и предложениях, о проблемах, с которыми сталкиваются в своей сфере деятельности, задавали вопросы о его отношении к той или иной инициативе. Сегодня я и наша команда резервного батальона Пицунского занимаемся внедрением и обучением в школах детей на уроках НВП по управлению беспилотными летательными аппаратами. Мы устанавливаем на компьютеры симуляторы за счет средств, которые нам помогают. Вот, допустим, Хагуш Юрий Львович нам помог, выделил средства, мы своими силами как-то тоже собираем, приобретаем оборудование для управления БПЛА. Просто хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет и, может быть, какое-то содействие с вашей стороны. Мы сегодня занимаемся только Гагарским районом. Я сегодня лично установил в 5 школах эти приложения. И также мы обеспечили Гагарский район 6 пультами для управления БПЛА. Меня очень радует, что не только в 5 школах Гагарского района, где вы внедряете эту технологию, десятки школ в нашей стране, в том числе по личной инициативе, так же, как и вы, разрабатывают эти методики, внедряют. И я уверен, что если будет такого рода работа продолжена, результаты будут неплохие. Мы готовы со своей стороны от лица государства включиться в эту программу. Нам нужно понимание того, какие симуляторы, там же вы знаете, что есть разного рода симуляторы, разных категорий. Давайте проработаем совместно вопрос. Это не такое дорогостоящее оборудование, мы сможем себе позволить. Я думаю, что во многих школах мы можем реализовать эту программу. Финальный этап конкурса «Команда Абхазии» пройдет в Сухуми с 11 по 13 апреля. Каждый участник получит развернутую оценку своих навыков, рекомендации для профессионального роста и возможность воспользоваться образовательными программами онлайн-платформы «Россия – страна возможностей». А 20 победителей пройдут интенсивную программу, стажировки в государственных органах и крупнейших компаниях России и обучение в мастерской управления «Сенеж». Надежда Боровикова, Сасрыкуа Гуха, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией. Ранее соглашение предусматривало беспошлинный вывоз согласованных объемов бензина, дизеля, битума и пропана. Протокол к нему подписали в июле 2024 года в Грозном. Он пополняет список стройматериалами, бытовыми товарами, изделиями из черных металлов, рыбой, овощами и фруктами.
Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лашашуба поздравил председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится: вы вносите большой личный вклад в социально-экономическое развитие российского государства и укрепление его международного авторитета, возглавляя Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В Республике Абхазия высоко ценят ваше содействие дружественным абхазо-российским отношениям, стремление к дальнейшему межпарламентскому диалогу и взаимодействию на благо народов наших стран. В ответ на интервью премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в котором обсуждаются вопросы о восстановлении территориальной целостности Грузии, МИД Абхазии в своем комментарии подчеркивает, что заявления грузинского руководства свидетельствуют о нежелании отойти от старых подходов, давно не отвечающих сложившимся реалиям. В документе также отмечается: Республика Абхазия – самостоятельное государство, определившее свой независимый статус на основании волеизъявления его народа. Дальнейшее сосуществование с Грузией возможно на основе добрососедства и взаимного уважения. Вместо декларации о восстановлении территориальной целостности нам хотелось бы видеть стремление к конструктивному диалогу и поиску компромиссов, которые позволят создать мирные и взаимовыгодные отношения. Абхазская сторона неоднократно призывала и продолжает быть открытой к обсуждению вопросов, касающихся заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией, а также открытия коммуникации. Это, безусловно, будет способствовать стабильности в регионе. Конец цитаты. Завершены ремонтно-реставрационные работы мемориального комплекса героям Великой Отечественной войны в Нижней зоне Галского района в селе Отобая-2. В ноябре 2024 года культурный фонд «Платформа» благодаря финансовой помощи правительства Москвы и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы приступил к проведению ремонтно-реставрационных работ мемориального комплекса с целью сохранения исторической памяти о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны для будущих поколений. Строительные работы были завершены в марте 2025 года. Поддержку и помощь в реализации проекта оказали руководство Дома Москвы в Сухуми, пограничному управлению ФСБ России в Абхазии, администрация Галского района, оптово-розничный магазин «Премиум» и другие организации, сказал исполнительный директор культурного фонда «Платформа» Анна Торгашова. В этом году Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии отмечает 15-летие со дня основания. Последние 5 лет организация работает под руководством новой команды. За это время фонд расширил направление помощи и стал важным звеном в системе поддержки ветеранов. Подробности в материале Заура Кварчия. Фонду инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 15 лет. 5 из них под руководством новой команды. За это время структура стала настоящей опорой для ветеранов, получивших инвалидность. Каждый день в главный офис фонда на улице Званба в Сухуми приходят десятки людей. Без ответа и помощи никто не остается. Со дня создания фонда 15 лет, вот 15 год пошел. Из них 5 лет, как мы работаем. Он создавался для помощи инвалидов войны, наших братьев и сестер, кто участвовали во время войны и получили ранения, чтобы заниматься их здоровьем, реабилитацией, чтобы они чувствовали, что их не забыли, государство, что о них заботятся. 2750 у нас числится инвалидов войны, но за этот срок можно сказать, что все уже прошли по кругу. Фонд помогает на всех этапах, от медикаментов до высокотехнологичных операций за границей. Людей направляют в Россию, Армению и другие страны. Все расходы на лечение, дорогу и проживание фонд берет на себя. Но мы, когда касается здоровья, отправляем на лечение. У нас мы дорожные выдаем, покупаем билеты. Москва, Питер, Ереван, смотря что у человека со здоровьем. Там, допустим, Сердечникова отправляем в Ереван. Так сложилось, там больше по этому поводу как бы серьезное оборудование и серьезные врачи. Ростов, добровольцы наши, Северный Кавказ, поближе к себе, там тоже медицина ничем не уступает. Там договора имеем. Краснодар здесь рядом. Не всех
летать могут на самолете. Смотря кому куда надо, мы отправляем без проблем. Вот, например, заключили новый договор по обслуживанию и протезированию конечностей инвалидов Отечественной войны народа Абхазии в Пятигорске, что упрощает обслуживание по данной статье, так как это очень близко, и в этом формате мы можем работать оперативнее и удобнее для инвалидов. В штате фонда 35 сотрудников. Многие из них сами инвалиды войны или дети ветеранов. Это не случайно. Здесь хорошо знают, через что проходят их подопечные. Самый тяжелый, наверное, у нас был больной Кортуа. От него практически во всех больницах отказывались ввиду, во-первых, сложности операции, потом и дорогостоящая очень операция была на сердце. Было принято решение председателем фонда инвалидов о том, что мы не можем отказать инвалиду Отечественной войны народа Абхазии, тем более у нас есть такая возможность с нашими партнерами, с которыми мы работаем в Ереване, связаться и получить такую консультацию о том, что данному пациенту, данному подопечному фонда могут помочь. Естественно, узнав такую приятную новость о том, что мы можем продлить ветерану войны жизнь, естественно, мы, схватившись за эту соломинку, направили его туда. Честно сказать, в очень тяжелом состоянии человек уезжал. И когда мы получили, это даже рассказываю, мурашки по коже, когда мы получили от него видео, где он сидит такой бодренький в палате, рассказывает о том, как он себя хорошо чувствует, прям, если честно, получая такие видеообращения или вообще отзывы, хочется еще больше работать в фонде и помогать людям. Бюджет формируется за счет обязательных отчислений 1,5% от фонда оплаты труда организации предпринимателей. В прошлом году фонд принял почти 1500 обращений. Помог 450 инвалидам на лечении, 53 человека прошли полное обследование. 40 семьям выделили средства на похороны. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше, но фонд продолжает поддерживать их на протяжении всей жизни. документом جرا چمزر اگه خلا цара урсплата хома захинзи хадглити хацхрай توب راحود я же حد مرتبه زوج بطو حقصن نبرح الناس في حيناك بس في عش باقي بس في وبس يحاول قلنا يحصخ راويت حوش يجوم акузера тут зантиритат. Вот я сейчас девочкам отдал документы, и в скором времени решится. Это очень быстро они решают. Спасибо им большое, этому коллективу. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии продолжает развиваться. Сейчас в планах создание реабилитационных условий внутри республики, чтобы лечиться можно было дома, не выезжая за границу. Вот в этом году мы планируем здесь уже как-то создать такие условия, чтобы здесь могли отдыхать. Не все могут выезжать, и многие не хотят ехать. Не хотим все планы раскрывать, но есть у нас такое, что обдумывается где-то сделать на Рыцах, где-то сделать в Абадхарах, в хороших наших местах в Абхазии, чтобы отдыхать могли. Фонд готов помочь каждому инвалиду Отечественной войны народа Абхазии. Обратиться за помощью просто. Достаточно прийти в офис фонда в Сухуми или в один из региональных филиалов. Вся информация и контакты доступны на официальном сайте, а также в соцсетях фондов Facebook и Instagram. Заур Кварджа, Инала Гухава, Абаза ТВ. 7 апреля – День памяти основоположника абхазской литературы. 65 лет назад, 7 апреля 1960 года, не стало Дмитрия Иосифовича Гулия, народного поэта Абхазии. Писатель Константин Симонов в статье для литературной газеты писал: «Это удивительная жизнь мальчика из абхазской деревни, молодого сельского учителя, ставшего сначала великим просветителем своего маленького народа, а потом писателем и поэтом, известным в громадной 200-миллионной
многомиллионной стране. Такая жизнь, конечно, граничит с подвигом, а может быть и является им. Печальная весть. Союз интеллигенции Абхазии извещает о смерти народного артиста Абхазии, режиссера, театрального деятеля Касея Хачагогу. В траурном адресе, в частности, говорится: «Мы потрясены скорбной вестью о безвременном уходе из жизни нашего большого друга, брата, крупного режиссера, известного деятеля культуры Адыгеи, народного артиста Абхазии, заслуженного деятеля искусств России Касея Яхьевича Хачагогу». Он работал рука об руку с абхазскими режиссерами и актерами, внес огромный вклад во взаимодействие национальных культур адыгов и абхазов. Абхазию он считал своей второй родиной, посвящал ей много творческой энергии и труда. Светлая память замечательному другу и брату. Конец цитаты. Свои соболезнования в связи с уходом из жизни Касея Хачагогу выражает Министерство культуры Республики Абхазия. Касея Хачагогу – большой друг абхазского народа, внес значительный вклад в укрепление театральных связей между Абхазией и Адыгеей. Благодаря Хачагогу в 1982 году театр из Адыгеи впервые приехал с гастролями в Абхазию. Это был первый мост в театральном искусстве двух народов. Касей Хачагогу оказывал неоценимую помощь творческим коллективам в тяжелое послевоенное время. Вечная память о Касее Хачагогу останется в наших сердцах, отмечается в траурном адресе. Документальный фильм краснодарской киностудии «Свой среди своих» посвящен творчеству режиссера, заслуженного деятеля искусств России Касея Хачагогу. Смотрите его в нашем эфире после выпуска новостей. Учебные сборы по внедрению беспилотных авиационных систем в образовательные программы стартовали в Гагре. Занятия под руководством учредителя Ассоциации силовых ведомств полковника Беслана Мужба будут идти 3 дня. В них принимают участие преподаватели допризывной подготовки и гражданской обороны города Гагры и Гагрского района. На первом этапе планируется подготовить пилотов-инструкторов из числа педагогов. На втором открыть детские конструкторские классы для освоения беспилотных авиационных систем страны и развития высокотехнологичного будущего. Фасад многоквартирного дома по улице Эшба, 185 капитально отремонтирован. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба встретился со строителями, которые рассказали об объеме выполненных работ. Тему продолжит репортаж пресс-службы столичной администрации. Фасад многоквартирного дома по улице Эшба, 185 капитально отремонтирован. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба встретился со строителями, которые рассказали об объеме выполненных работ. По словам замдиректора фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Сергея Ушакова, восстановлено 1200 квадратных метров разрушенной площади. Заменили ограждения балконов переходных, поставили новые.
соответствующие современным нормам безопасности. Также заменили полностью плитку на переходящих балконах, смонтировали экраны балконов жителей, смонтировали корзины для блоков кондиционеров, восстановили отмостку, смонтировали новую систему ливневки. Фасад дома отремонтирован с применением современных технологий полимер-цементных смесей. Строители выкрасили фасад в соответствии с колористическим решением отдела архитектуры столичной администрации. В общей сложности 32 дня занял ремонт дома. Российские строители работали совместно с сотрудниками Горстройпроекта и обучили местных специалистов, чтобы в дальнейшем могли самостоятельно заниматься реставрацией фасадов многоквартирных домов в Сухуми. На сегодняшний день обучено 32 специалиста, в том числе 3 специалиста, которые имеют возможность работать по высотным работам с автолюками, с подъемными механизмами. И на сегодняшний день фасад дома соответствует всем нормам и требованиям современных фасадов. Глава администрации Сухума Бесланешба отметил, что реализация проекта ремонта фасадов многоквартирных домов стала возможной в развитии договора о сотрудничестве между двумя столицами, подписанного в 2023 году. С учетом того, что у нас были очень серьезные сложности, и не было ни специалистов, ни технических снаряжений, сооружений, тех, которые могут дать возможность работы в перспективе над фасадами, мы обратились в правительство Москвы с просьбой, значит, как пример восстановить 1-2 дома. Значит, если есть такая возможность, предоставить технику, обучить местных жителей, чтобы работать с таким видом работ. И, в принципе, что по факту и произошло. Значит, вам огромное спасибо руководству правительства Москвы за принятое решение помочь. Еще у нас по городу есть пару объектов, которые восстанавливаются по этой же программе. Сегодня, в принципе, сдается дом. Фасад, как уже было сказано, не только фасад восстанавливался, но и пролеты, и ливневые стоки, ну и так далее. И отмостка. Это говорит о высоком профессионализме тех людей, которые сюда пришли нам на помощь. Огромное вам спасибо за помощь и за взаимодействие. 8 подъемных механизмов, так называемые люльки, 3 профессиональные автовышки и средства малой механизации передаются службам администрации Сухума. Российские строители поделились, что жители дома с заботой относились к рабочим. Капитальный ремонт – это всегда неудобство. Это шум, пыль, но жители дома относились к нам не только с пониманием, но еще и с заботой. Также все наши коллеги, подведомственные аппарату правительства города Сухум, также оказывали нам всестороннее содействие. И совместными усилиями, результатом которых является восстановленный фасад, я хочу выразить большую благодарность и вам лично, Беслан Федорович, и жителям. Спасибо. Спасибо. Там произошло вот это чудо. Огромное спасибо вам и вашей команде. Огромное спасибо Фонду капитального ремонта города Москвы во главе с Сергеем Владимировичем Ушакова и его командой дружной. Надежда Адамия живет в этом доме с августа 1976 года. Довольны мы, конечно, очень. Рабочие просто великолепные. И быстро работу делали. Ну, за месяц они сделали колоссальный труд. Спасибо, что сделали наш дом самым красивым. Мы произвели такой апгрейд просто до неузнаваемости. Очень приятно возвращаться домой. Особая благодарность всем строителям, всем, кто принимал участие. Дом со следами попаданий снарядов времен Отечественной войны преобразился. Жители любуются красотой отреставрированного дома, а прохожие признаются, что немного завидуют и с нетерпением ждут, когда очередь дойдет и до их фасадов. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Новости науки и образования. Лабораторию социальных исследований планируют открыть в центре МГУ при Абхазском госуниверситете. По словам проректора АГУ по международным связям Максима Гвенджия, сотрудничество с российскими вузами идет очень активно. Представители университета принимают участие в конференциях, научных исследованиях, экспедициях с российскими коллегами. В Абхазском государственном университете состоялась международная научная конференция «Никейский собор 325 года» и «Стратофил Пицунский», посвященная знаменательной дате
1700-летию Первого Вселенского Никейского собора и возникновению христианской церкви в Пицунде. Подробнее в репортаже Алисы Адлиба. Открывая международную научную конференцию «Никейский собор 325 года» и Стратофил Пицунский, декан исторического факультета Али Габелия подчеркнул особую значимость этого события для Абхазии, отметив, что 2025 год является важным для всего христианского мира. В научной конференции участвуют ученые Абхазского университета, приглашенные. К нам приехал, например, Михаил Владимирович, специалист в области религии, христианского зодчества из Севастополя. Должен сказать о том, что перед началом конференции, к сегодняшнему дню, изданы доклады этой конференции. Мы пригласили представителей православной Абхазской церкви. Сегодня вы видели, был здесь. Выступал с приветственным словом, показал нашу работу отец Виссарион всего, то есть священниками. Ключевой доклад на конференции представил доктор теологии Дорофей Дбар. В своем докладе «Никейский собор 325 года» и святой Стратофил Пицунский он обобщил известные сведения об участии епископов из Абхазии во Вселенских соборах, детально рассмотрел обстоятельства проведения Никейского собора и подробно рассказал о самом Стратофиле Пицунском. Важным моментом конференции стала первая в истории христианства презентация иконы святого Стратофила Пицунского. Автором проекта выступил ведущий научный сотрудник отдела истории Беги, преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии АГУ Дорофей Дбар. Значит, а теперь разъясню некоторые детали. Слева во весь рост изображен святой апостол Андрей, благовеститель на земле Абхазской, основатель церкви в Абхазии. Именно в честь него главный храм в Абхазии Пицунский собор. Справа во весь рост изображен святой Стратофил, епископ Питиуса. В левой руке святой Стратофил держит свиток с начальной частью текста символа веры, принятого на Никейском соборе на абхазском, в переводе на абхазский язык. В нижней части иконы миниатюрное изображение базилики святого Стратофила в Пицунде. Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия в своем вступительном слове обратился к историческому наследию Никейского собора и его роли в становлении церковных институтов и догматов. Он также акцентировал внимание на важности духовного воспитания молодежи в сочетании с научными знаниями, подчеркнув необходимость взращивания в студентах духовного начала и культуры Апсуара. И чтобы наши дети выросли в благочестии и чистоте. Это необходимо образовательный процесс в школе, в детском саду, в семье. Ну, здесь мы находимся где? Абхазский государственный университет. Вот надо вам с этого начинать, дорогие мои, присутствующие здесь, и педагогический состав, и научный контингент, и вообще все мы должны внимательно призадуматься над всем тем, что мы здесь говорим. Апсуар, абрёб хасади хайтаз хабасша, абрёб хайтаз апсуар хон, троворсон апсуар, ама хагеразаха, дапсуар сканазаха, убрезоб апсуар ишхидикала яхербаз Христос и пхараква цкан яшан, абжеба барабатуек всеша, айц храра, абрёб такасамова яша хатара акисангра. В ходе конференции докладчики выступали с различными темами об истории христианства в Абхазии. Например, преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Сурам Сакания представил мозаику из храма Пицунды. Актуальность темы исследования обусловлена важностью рассмотрения процесса распространения христианства для восстановления реальной картины взаимоотношений между государствами и народами в рамках исторического развития. Факты, которые использовал автор, обусловлены многолетним опытом личных исследований в качестве базиса для написания диссертации. Мы все знаем, что первые апостолы приезжали в Абхазию, на территорию Абхазии, во всяком случае, они бывали здесь. Многочисленные доказательства существуют. Но есть еще одно легендарное сообщение, короткое, правда, о том, что
шли апостолы, во всяком случае в том переводе, который я прочел, имен нет, шли по восточному побережью Черного моря, и им навстречу вышел местный Базилеус, и они поговорили, и к вечеру он был крещен, и, скорее всего, со всей своей семьей, и дружиной, и вообще со своим народом. Это 1 век, как вы понимаете. Об этом сообщений нигде, по-моему, нету. В завершении каждого выступления все желающие задавали вопросы по теме, а в оживленной беседе преподавательского состава могли принять участие и студенты. Алиса Адлиба, Торник Камичпа, Абаза ТВ. Ректор АГУ, академик Олег Огварами, поздравил государственного и общественного деятеля, заслуженного работника Высшей школы Республики Абхазия, заведующего кафедрой экономической теории Абхазского государственного университета Александра Страничкина с 70-летием. В поздравлении ректора, в частности, отмечается: за вашими плечами богатый опыт государственной и общественной деятельности, заслуженное признание в научной и образовательной сферах. Мы с глубоким уважением отмечаем ваш многолетний и плодотворный труд в Абхазском государственном университете, где вы не только передаете свои знания студентам, но и являетесь признанным авторитетом в области экономической теории. На протяжении многих лет, участвуя в работе международных организаций российских соотечественников, вы внесли большой вклад в укрепление добрососедских отношений с Российской Федерацией, развитие дружбы и сотрудничества между нашими народами. Культурный анонс. 18 апреля в Сочинском зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоится гала-концерт, который обязательно останется в памяти. Это не просто музыкальное событие, это праздник искусства, молодости, вдохновения и искреннего чувства. На сцену выйдут лауреаты и призеры международного музыкального конкурса, лаборатории народной артистки Абхазии, заслуженной артистки России, солистки театра «Геликон опера» Алиса Гидзба, артисты, каждый из которых по-своему уникален. 7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы Марии. Сегодня в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло праздничное богослужение. Прихожане молятся Матери Божьей об умножении любви, семейном счастье, здоровье близких. Благовещение Пресвятой Богородицы всегда празднуется 7 апреля в православной традиции, 25 марта в католической. Этот праздник посвящен событию, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил о будущем рождении Иисуса Христа. Студенты АГУ завоевали 3 золотые медали на чемпионате в Кирове, сообщает отдел информации и медиакоммуникации университета. С 4 по 6 апреля студенты Абхазского государственного университета успешно выступили на международном чемпионате по самбо среди аграрных вузов России и дружественных государств, который проходил в городе Кирове. Абхазские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и несгибаемую волю к победе. Команда АГУ была представлена в 3 весовых категориях и показала блестящий результат – 3 золотые медали. А в завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман, атмосферное давление нестабильное, ветер слабый, умеренный, температура воздуха ночью 8-13, днем 8-13. Температура морской воды плюс 12. Волнение морской воды умеренное и значительная относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.